Короче, мы уже на избе все. Я рябчика не нашел. Еще кружок сделал. Сейчас чай попью. Но недалеко он от избы. И, знаете, чай попью. И пойду к месту выстрела, где я стрелял. Где рябчик сидел. И примерно ориентир возьму и напрямик пойду. Попытаюсь еще так. Тулан тоже бегает там туда-сюда возле меня и не нашли. Зато нашли, ребят, сейчас покажу. И вот 2 гриба хороших, маховики. Там красноголовики были, я встречал, я вот не собрал. Я сейчас пакет возьму с собой и еще схожу, может наберу. И можно из грибов что-нибудь сварить, почему бы и нет. Вот, а сейчас, короче, немножко надо покушать. Время уже 2 час, 1:30. До темноты еще остается так 3,5 часа. Вот такие дела. Сейчас чай попить надо. Ух, хорошо. Посмотрим. Там 6-10 я выходил из дома. Здесь был. Но угли еще есть. Он сейчас быстро загорится. Сухие дрова подкинем вот отсюда. Ой, бля, в животе все урчит. Толком нормально. Считай, не ели пока. Сейчас затопим. Печкой, в избушке тепло. Комфортно, но не хочу, чтобы он полностью погас. Сейчас он разгорится сам. Дядю Ваню еще откроем. Так, закусочка казачья. Попробуем. Очень вкусно. Вот это я проголодался, ребят. Сегодня сейчас по-новому надо варить. Может, суп сварю. Можно из этой закуски можно из рябчика. Но с рябчика другой раз. Не хочу возиться сегодня. Я шел, практически не включался сегодня. Но 2 раза слышал, как гуси летели. Не видел их, но слышал. И на реке еще видел одну утку. Больше ничего. Ну, в нескольких местах собака лаяла кого-то. Что-то я не подумал насчет грибов. Там, когда шел, много их было. Между прочим, свежие, красноголовики тоже. Туда возвращаться тоже. Сейчас здесь, пока буду искать рябчика, может еще найду грибы. Вот грибы увидел, и вроде уже наелись мы этих грибов, но они красивые сейчас после дождя, после снега. Но не замерзли еще.
вкусно. Короче, ребята, сейчас еще немножко поем и за рябчиком. Просто так не оставлю. Я уверен, он там где-то лежит. Он камнем упал, просто камнем. Прям, он даже не сел, он камнем упал. Он туловищем ударился даже, я чувствовал, прям земля вздрогнула так на. Рябчик упал. Надо искать. Это не то, как вчера улетел хрен пойми куда. Но этот-то на посадку так шел. Почему Тулан след не взял? Не понимаю. Вон где-то в этих соснах он был. Потом, после выстрела, вот так примерно он улетел. Так что, я, короче, по-новому искать пошел. Вот они маховики, ребят. Кто-то хороший, кто-то плохой. 3 штуки уже нашел. А рябчика не найдем. Я смотрю. Ай, блин. Как так получилось? Куда он мог упасть так? Не знаю. И Тулан вот так рядом спокойно ходит. Когда отдаляется, я его сразу зову к себе. Не знаю, ребят. Хрен пойми, сколько времени потратил на эти поиски. Фигней занимаюсь. Два слова сейчас про навигатор скажу еще. Короче, ребят, вот навигатор. И намотан он изолентой. Вот в прошлом походе вы видели мои кнопки. 2 кнопки. Просто они как труха. Ломается вот этот корпус. Я не знаю из какого материала. Но он боится, скажем, вы если ногтями будете, как сказать, ну вот следы сразу остается. И кнопку, я вообще, вот здесь я, когда вот пальцем нажимаю, у меня, когда ногти подлиннее, ногтями, надо, как сказать, ногти, чтобы не попадали в эти кнопки. Ну, как этот джойстик, вот. Вот пальцами так нажимаешь, но не ногтями. У меня вот из-за этого, в общем, корпус, вот, где кнопка защита, эта защита, короче, износилась и все отвалилось, одним словом. Я потом в интернете посмотрел, и самодельные такие, в этот прорезь, такие кусочки ластика, короче, поставил, а там маленькая кнопка. Вот, на эту кнопку ластик поставил, и он хорошо сейчас нажимается, все работает. Вот. Видите? Другое пока я ничего не мог придумать. Вот заводская кнопка, еще рабочая, тоже уже как бы износ идет. Но лучше сразу, или, ребят, после покупки лучше сразу так намотайте, чтобы все кнопки под изолентой было. Изолента износится, выкинете, поменяете и новую изоленту поставите. Так что это мой пример вам, я вам говорю, что кнопки время от времени, ну, у меня через пару лет вот проблемы такие вот случилось. А по идее этот навигатор ETX20 вообще идеальный. Идеальный просто. Вот. Ну вот видите, как я сколько там ходил, трек такой остался. Ну вот так иногда бывает под ранком ищешь. Ну одним словом вот он. Трек. Бездельник спит. Ему не интересно поиски рябчика. Вот. Ну, сейчас, наверное, уже таежные бытовые дела здесь буду делать. Заготовка дров также и готовка. Там, блин, через 2 часа уже сейчас темнеет. Вот.
Ну, примерно так, ребят. День проходит. Короче, я готовлю ужин. На ужин будет у меня суп. Приготовили закусочки и тушенка, картошка. Вот, ну, как обычно. Тут чай, чайник. Уже второй чайник кипячу. Сейчас заварил свежий чай. Тулан отдыхает. Он без поводка, без ничего. Просто он лежит и спит. Сегодня, знаете, вечер такой. Вечер просто идеальный. В общем, тихо. Штиль, во-первых. Во-вторых, ни дождя, ни снега, ничего нету. Вот снег, утренний снег, через пару часов, наверное, где-то вот резко растаял. Я шел, смотрю, уже снега нету. Как-то, вот, я не знаю, вот такой переход был интересный. Снег и так плавно перешло все и стало без снега. Вот такие дела. Ну, суп целая кастрюля. Не знаю. Потому что завтра я собираюсь также бродить целый день. Я что пришел вечером и был что кушать. Но знаете, у меня целый литр молока. Я хотел первые дни кашу варить там. В основном из молока там. Надо это молоко использовать тоже. В первую очередь. А кефир это ничего страшного. Я хотел из кефира испечь оладьи, но, к сожалению, тут муки не оказалось. А я муки не привез. Вот такой вечер, ребят. Немножко заготовил дрова. Чуть-чуть расколол, 2 чурки принес. После того, как пришел с навигатором, я еще без навигатора сходил. За рябчиком искал, но не нашел. Все. Надо успокоиться, смириться. Потому что, знаете, мне не так обидно то, что вот, да, обидно то, что он недалеко от избы был, и я не смог найти. Вот так. Там, смотрите, сколько дров было. У меня уже осталось там, 4, наверное, 4 или 5 чурок. Вот сегодня расколол напополам. Все, там опять придется пилить.
там закончится, вот распилю это бревно, закончится, потом перейду вот сюда. Здесь также вот это надо истратить. А потом по насту новые дрова на буране привезем. Вот. Ну, вроде все рассказал, поснимал сегодняшний день. Сейчас уже стемнеет и буду ужинать. А ужин решил именно на костре приготовить. С дымком супец там получился. Да и вообще возле огня я люблю сидеть. Мангал старенький. Она уже дно там прогорит скоро там. Но металл хороший тут. Наверное, почти 2 миллиметра толщиной. Это старые бочки еще. Лесопунтовские. Сейчас-то вообще бочки продают. Знаете, вот как пленка. Тоненькая. 0,3-0,4 миллиметра, не толще. Вот. Хорошо. Греет костер хорошо. Целый год я ждал посидеть осенью у мангала, у костра. И вот это время настало. Просто вот сейчас я уже здесь, уже сижу возле этого мангала. Тулан просто спит, но слышит меня. Даже в будку не залез. Ну и пускай там отдыхает. На ужин натворил суп. Немножко вам показал. И закусочка, он очень вкусный получается. Тут перец, морковь. Ну, вместо приправы самое то. Попробуйте, не пожалеете. Закусочка дядя Ваня, наверное, называется. Сюда еще майонез бахну. И будет очень даже хорошо. Надо, конечно, кашу организовать. Вот. Ну что сказать о сегодняшнем дне. Считай, 2 дня уже. Вчера целый день. Сегодня тоже до 2 часов. Или сколько я пришел в избу. 6 часов. 6:10 я выхожу в тайгу. И до 2. Вчера, не знаю, до 3 или до 3:30, наверное, я бродил. Не помню вчерашний день, поскольку там закончил охоту. И за эти 2 дня ни одной крупной птицы я еще не видел. За 2 дня только услышал 1 выстрел. Ни глухарей, ни кополух, ничего пока нету. Но мы сейчас пока в данный момент поблизости ходим с Туланом. Это считай, сегодня к вырубке сходили, потом к речке. И такой кружок получился. И там обычно тоже глухарей вижу, но сегодня них не было. Но в дальнейшем, ребят, будут еще походы так, просто наугад, по навигатору, по трассам лесопунтовским, как сказать, и по вырубкам, старым и новым вырубкам. Хочется новые вырубки там пройтись. Потому что позапрошлом году еще вырубали лес недалеко от избы, и там еще вырубки, кругом, короче, вырубки. Вот старые, новые вырубки хочется попробовать посмотреть. Пройдусь по тем местам, где обычно всегда вижу косачей, да и глухарей. Все это чуть позже. Я немножко жду погоды. Как бы погода сегодня, в принципе, хорошая была погода, но утро такое необнадеживающее было. Даже я засомневался в дальний путь куда-нибудь сходить. И
видите, как резко поменялось. Сперва снег был такой, и думал, этот снег перейдет в дождь, но как-то все устаканилось. Сперва ветрено было, и потом после обеда вообще штиль такой. В общем, меняется погода. Но я жду такую вот погоду, чтобы вот солнечно было, и вот в такие дни я вот уже схожу вот именно вот в те места, где я обычно добываю глухарей или вижу глухарей. Ну, это чуть-чуть позже будет. Вот. Завтра не знаю. Завтра придет завтра, и потом уже видно будет. По погоде. Проснемся, посмотрим на улицу. Если хорошая погода будет, уже будем решать там, в какую сторону, куда лучше сходить. Вот. А на сегодня буду заканчивать, ребят. Я сейчас ужинаю и просто буду валяться. Между прочим, я скачал дома фильм на смартфон, и я вчера немножко смотрел. Как же этот-то? Картель там, наркобарон, Пабло. Как же этот-то? Ну, короче, начал смотреть. И сегодня дальше буду смотреть. Там 2 серии я скачал. 1,5 часа и 2 часа, наверное. Посмотрю, что за фильм. Но, в принципе, интересный вроде как. Так. Короче, мафия там. Очень жесткая мафия. Там, наверное, многосерийный этот фильм. Что-то дома уже все серии и остальные посмотрю. Вот. Так что давайте встретимся завтра. А на сегодня пока. 5 часов вечера.